Гость сегодняшней программы «На перекрестке» – знаменитый режиссер и сценарист Далер Рахматов, автор полюбившихся таджикскому зрителю фильмов «Овора», «Пусть все окажется сном» и «Воздушный сафар». Здравствуйте. С чего началось ваше увлечение кинематографом? Спасибо за приглашение. В творческой семье. Моя мама всю жизнь проработала на киностудии «Таджикфильм», посвятила свою жизнь таджикскому кино. Папа был одним из первых телеоператоров. И вот с детства я находился на киностудии. Потом позже я начал помогать маме в создании фильмов. И потом сначала я воспринимал кино как хобби. А потом постепенно хобби превратилось в профессию. Главное, интересно, что я вот об этом недавно тоже в одном интервью говорил, что многие люди знают, кем они хотят стать с раннего детства. А я, откровенно говоря, что-то не очень знал. Я поступил в коммерческий институт на международные экономические отношения, потом я учился в аспирантуре. Но я чувствую, что что-то это не мое. В это время я маме помогал. Она снимала документальные фильмы. И потом в 2004 году у нас появилась возможность снять первый игровой фильм «Овора». И с этого момента я принял для себя решение, что нужно выбрать одно направление, и вот полностью ушел в кинематограф. И вот с этого момента это стало моей профессией. Потом вы в дуэте с Гуландом Мухаббатовой сняли фильм «Воздушный сафар». Скажите честно, не тяжело было работать с матерью? Нет. В нашем случае, наоборот, об этом я тоже часто говорю. Как правило, работа в тандеме, иногда бывает, что люди разных возрастов, разные вкусовые предпочтения, да? А у нас я не знаю, может, потому что мама, мой главный учитель, она мне привила любовь к кино и вкус, да. И в нашем случае очень комфортно, потому что там есть некоторые задачи, с которыми может справиться только женщина, да. Мужчине трудно понять, допустим, психологию женщины или там с ребенком какие-то моменты. И иногда даже бывает так, что, по идее, я должен быть открыт к разным экспериментам. А я, наоборот, более консервативный, а мама говорит: давай не бойся, давай так сделаем. И вот, в общем, моя мама такая, она новаторские, она предложения поддерживает. И, как правило, она инициатор того, чтобы какие-то мы смелые решения принимали в кино. Так что это очень интересно. Да. Об упомянутом фильме «Воздушный сафар» вы говорили, что мы хотели снять легкое кино для широкой аудитории. Преднамеренно мы делали такие вещи, не свойственные фестивальным фильмам, а ближе подходящие для коммерческого кино. Вот. Чем, на ваш взгляд, отличаются фестивальные фильмы от коммерческого кино? Фестивальное кино — это не значит, что это плохое кино. Да? Я не против фестивальных картин. Но дело в том, что если основной целью для себя поставить участие в фестивалях и подстраиваться под конъюнктуру разных фестивалей, каждый фестиваль свои предпочтения, свои какие-то нюансы, то ты забываешь о зрителе, а главное, для кого ты делаешь и кино. Это же кино, это массовое искусство, это делается для зрителя. И мы для себя ставим прежде всего задачу сделать так, чтобы кино смотрел зритель. А потом уже, если оно будет иметь фестивальную судьбу, то это, конечно, бонус дополнительный, приятный. А так, изначально мы всегда ориентируем наше кино на зрителя. Вот даже один из моих самых любимых режиссеров, благодаря, может, кому я тоже решил выбрать профессию режиссера, Георгий Данелия. Вспомните его картины, какие прекрасные картины. И я не уверен, что они участвовали в каких-то Локарно, в Венеции, где-то там. И они не получали очень много призов, но они полюбили зрителей или фильм Гайдая, да? И вот тоже для чего. Я думаю, что вот это правильное, не то, что правильное направление, вот для себя мы выбрали вот такое направление, что мы должны делать кино для зрителя. А если зритель не смотрит, но у него будет фестивальный успех, все равно это
не самое главное. Призы не самое главное. Главное, чтобы зритель принял картину, какие-то узнал себя, может, в каких-то героях, полюбил ее. И вот если вот это состоялось, то я думаю, что это успех картины. Да, вы неоднократно говорили, что Георгия Данелия и Леонида Гайдая считаете своими идеалами. Вот, под влиянием еще каких авторов формировалась ваша режиссерская идентичность? Ну, в основном, вы знаете, я вот сейчас вот сказал, что главный мой учитель – это моя мама. С детства я вот находился на съемочной площадке, смотрел, как все снимается кино. С мамой мы дискутировали, обсуждали разные идеи, сценарии. И вот она главный человек, который привил мне любовь к кино. И вот по ее рекомендациям я читал какие-то книги, ну, определенно. Потому что я не учился же в Алгике, я самоучка. И я думаю, что вот главный мой наставник – это моя мама. У нас было очень много разных проектов. И один из самых, наверное, главных проектов в нашей жизни, вот сейчас мы как раз работаем над ним. Так что вот главный человек, на кого я ориентируюсь, ну, как бы, кто ведет меня в кино, это мама. В вашей фильмографии много работ, проехавших по десяткам фестивалям. Вы сами были в составе жюри некоторых престижных фестивалей. Какую нишу занимает таджикское кино хотя бы в постсоветском кинематографическом пространстве? Чем отличается наше кино? Ну, вы знаете, вот, хотя, допустим, многие могут подумать, что таджикское кино, оно когда-то было как бы таким мощным в советские времена, там масштаб, допустим, Рустам Суров, там такие фильмы огромные, таким большим бюджетом, большим размахом. Но, тем не менее, даже в трудные времена, в постсоветские времена, все равно, вот я однажды был в Ташкенте, и там какое-то было мероприятие, я не помню, я презентовал один проект наш «Лунатики», комедию одну. И, я как бы провел презентацию, всем вроде бы понравилось. И одна женщина, она культуролог, по-моему, она встала и сказала, что, вы знаете, там аудитория такая была молодая, они не очень, может быть, знали таджикское кино. Она сказала, что, вот знаете, даже, говорит, казалось бы, Таджикистан не такое богатое государство для кино, потому что дорогостоящий процесс. Говорит, что даже, говорит, вот в 90-е годы, когда у нас, говорит, на Узбекфильм вообще была тишина, там особо ничего не делалось, а в то время у них Бахтиер Худоназаров снял такие фильмы, которые там гремели на всех фестивалях, который был так ошеломляющий успех. И я думаю, что, понятно, что мы, знаете, мы не можем брать количеством, но мы можем брать качеством, да? Мы не можем создавать, допустим, 100 картин, но я думаю, что есть потенциал создания, допустим, нескольких, но которые будут иметь такой весомый вклад. Да? И вот, допустим, вот сейчас, в данный момент даже, вот ребята, вот молодые кинематографисты, вот сейчас Муидин Музафар, один есть парень, вот он снял фильм «Дов». Вот посмотрите, какая у него судьба фестивальная. Куда ни поедет, везде призы. Это же как приятно, да? Это же от таджикском кино узнают очень многие люди, и им нравится. И вот один тоже момент. Это было давно, 2008, что ли, год. Я был в одной делегации в Америке. И там есть один Нью-Йорк фильм-фестиваль, Нью-Йоркский кинофестиваль. А со мной в делегации были индусы, там, пакистанцы, Южная Азия. Кино которых очень такое большое, да. И там мы говорили с директором, Ричард Пенна, один такой продюсер, известному там в Америке. И мы сидели там, и он знакомился со всеми, говорит, что «Where from?» Говорит, да, я из Индии. Индийское кино уже там мощное. И вот разговаривали. И я так в конце сидел, я еще по-английски особо не говорил. И он меня спрашивает, говорит, а вы откуда? Я говорю, может быть, вы не знаете про мою страну? Таджикистан. Таджикистан. И он начал перечислять наших режиссеров, представляете? Он знает Джамшеда Усманова, он знает Бахтиера Худоназарова. Представляете? И мне так было приятно. И вот, видите, мы думаем, что о нашем кино не знают, а те, кто нужен, о нас знают. Единственное, нам сейчас нужно найти дорогу к широкому зрителю. Но это очень сложно, потому что в советское время был единый прокат в Советском Союзе. Если мы производили здесь одну картину, то она прокатывалась по всем республикам Советского Союза. А сейчас, в данный момент, нам нужно как-то просто наладить какие-то вот эти договора
с нашими государственными, соседними хотя бы, для того, чтобы наши фильмы могли иметь тоже как бы доступ к зрителю за рубежом. И вот таким образом, я думаю, что о нашем кино люди узнают. Ну, у нас, знаете, я оптимист по жизни, я думаю, что все будет хорошо. Просто немного нужно подождать. И вот уже молодые, видите, новое поколение ребят появилось, которые очень успешно, они начинают свою деятельность, и все будет, я думаю, хорошо. Почему нам так трудно дается наладить работу именно киноиндустрии? Мы сейчас говорили о киноискусстве, а сейчас бы хотелось перейти на киноиндустрию. И существует ли она у нас? Если нет, то что мы должны делать для его развития? Вот вы правильно подметили, что киноиндустрия, кино – это производство, это производственный процесс. Это, допустим, вот я тоже часто об этом говорю, если вот художнику для того, чтобы написать картину, нужна кисть, холст, краски, и он как бы он дальше творит, да? То в нашем случае, представляете, это же синтез искусств, там оператор, художник, декораторы, актеры. Это, представляете, здесь и изобразительное искусство, и звук, и монтаж, и все, что хочешь, да, и это очень дорого, и оборудование, да, допустим, кинооборудование профессиональное очень дорогое. И для того, чтобы было качество, нужен беспрерывный производственный процесс. Когда есть среда, и когда производится, вот, допустим, представляете, вот вы, допустим, там, гончар, да? Если вы раз в год делаете какой-то там кувшинчик, ну, возможно, вы сделаете хорошее, а возможно, нет, да? А если вы занимаетесь каждый день этим делом, то вы оттачиваете свое мастерство, да? И ваши шоу-гиги, там, все, кто вокруг вас, они в процессе вот как бы из количества потом появляется качество, да? И в этом в кино то же самое. Здесь, если существует беспрерывный производственный процесс, допустим, съемочная группа закончила один фильм, переходят ребята на другую картину, и вот так они с картины в картину они как бы кочуют, работают, улучшаются их профессиональные навыки, и режиссеры тоже, допустим, они не сидят без дела. Но вы знаете, вот откровенно говоря, в последние годы такая тенденция уже наметилась. То есть уже я обратил внимание, что особо люди без работы не сидят. Особо профессионалов не так, ну то есть специалистов не так много, но все-таки из года в год и количество картин увеличивается, и качество тоже. И, ну, просто нужен комплексный подход. Еще очень важную роль играют кадры. Вот, допустим, если вы помните, в 2000-х, начало 2000-х киргизское кино было очень хорошее. Ну, у них там феномен свой. В Узбекистане там много снималось, но в основном было такое как бы, кино такое коммерческое. Социальное. Не, коммерческое такое. Ну, оно социальное, ну, то есть для широкого зрителя, да? Сейчас, хотя у них очень такие мощные тоже они снимают картины. Казахи, у них были деньги, но у них кино особо такое, ну, не было такого супер кино, да? В то время они отправили в Авгик несколько курсов, на операторском несколько человек училось, на режиссерском. И вот это, они подготовили такую целую команду специалистов. Кроме них еще там их вузы готовят специалистов. И вот сейчас посмотрите, какой прыжок в казахском кино. Они штурмуют все фестивали, у них очень интересное кино, там такие интересные, у них эти появились режиссеры, продюсеры и там остальные специалисты. И вот видите, как кадры тоже, как Ленин говорил, кадры решают все. Вот в нашем случае тоже. Ну, сейчас, хотя ребята наши тоже учатся, заканчивают, приезжают, но я думаю, что если вот обратить на это внимание более серьезно, да, если вот заняться подготовкой кадров, я думаю, что сразу эффект будет мгновенный, потому что даже вот не обязательно завершать учебу там 5 лет, даже на 2-3 курсе ребята смогут уже что-то сделать, и мы ощутим сразу вот это в нашем кино. Когда мы говорим о фильмах, то в первую очередь напоминаем режиссера-постановщика. А в западных проектах ассоциативный ряд часто выстраивается в отношении шоураннера. Какое у нас отношение к этому институту и как выстраивается работа с продюсерами в наших проектах? Ну да, вы правы. Ну, хотя, вы знаете, нет, все-таки я, может быть, не соглашусь с вами. Роль продюсера, конечно, она очень большая в кино, но, тем не менее, все-таки
я думаю, что режиссер, я не приезжаю роль продюсера, но я думаю, что все-таки главная все-таки фигура режиссера в кино, потому что он как бы объединяет команду, то есть он как бы идейный вдохновитель, да? Хотя, может быть, это в авторском кино так. По идее, вы знаете, у нас, к сожалению, вот, может быть, на меня обидятся там ребята, кто занимается продюсерством, но у нас, к сожалению, особо нет, как вам сказать, профессиональных продюсеров, которые бы от начала до конца могли вот профессионально, как вам сказать, подготовить и завершить проект. Ну, есть какие-то там попытки, но может быть, со временем тоже они появятся. Ну, на мой взгляд, пока вот этот институт продюсеров у нас чуть-чуть хромает. Это нужно, видимо, тоже готовить кадры. Потому что это тоже интересная профессия. По идее, вот вы говорили о том, что на первом месте продюсер. Правильно, если продюсер, знаете, вот у нас, смотрите, как роль продюсера в чем заключается. Какие-то деньги он нашел, или, скорее всего, может, в тандеме с режиссером. В моем случае, допустим, либо я нахожу деньги, и там какой-то продюсер, он со мной как бы участвует в реализации этого проекта, либо там, ну, мы вместе с ним это делаем. А по идее, если вот продюсера поставить на первый план, вот в том случае, если, допустим, вот вы продюсер, у вас есть какая-то идея, вы покупаете сценарий у кого-то, допустим, вам нравится сценарий, вы находите режиссера, который, вы думаете, сможет снять фильм по этому сценарию. Потом вы ищете деньги, вы находите деньги, и все вместе, как бы это ваша идея, да? Вы реализуете проект, и потом вот вы полноценный продюсер. В нашем случае такого нет. В нашем случае, как правило, есть режиссеры, у которых есть своя идея, свой сценарий, либо у них каким-то образом они работают с авторами, и потом они находят какого-то продюсера, чтобы он помог им реализовать свою идею. Вот. У нас, видите, скорее всего, у нас авторское кино больше, чем нежели такое продюсерское. В последнее время вы обратились к такому сложному жанру, как сериал. Как вы думаете, чем обоснована необычайная востребованность сериалов за рубежом и почему мы их так мало снимаем? Ну, так получилось. Я, честно говоря, специально не планировал снять сериал. Так получилось, что вот появилась возможность снять Дукон наш. Нет, хотя, вы знаете, вот в 2013, по-моему, году мы сняли сериал «Умет Баадулат». Там вот Шурат Раматлоев главную роль играл. Это был наш первый опыт создания сериала. И вот недавно, вот год назад или 2 года назад мы сняли Дукон, потом Дом. Я, честно говоря, не был уверен, что наш зритель так хочет смотреть сериал. Потому что я особо, честно говоря, не очень такой любитель сериалов. Я вот просто, может быть, не знаю, почему, может, времени нет или что. Нельзя сказать, что я прям так обожаю сериалы, да? Но вот после Дукона он вышел в интернете, его выложили в интернет, и я обратил внимание, как наша аудитория реагирует. Было приятно читать, в основном хорошие отзывы. И люди говорили, там у нас, по-моему, каждая серия длилась 25 минут. Они говорят, почему так мало, давайте больше. И я думаю, смотрите, наша аудитория, оказывается, как любят они, как хотят смотреть сериалы. Не знаю, видимо, либо тематика сериала их затронула, либо, не знаю, что. В общем, для меня было тоже открытием, что люди наши интересуются сериалами. И, конечно, у нас в дальнейшем тоже несколько есть проектов, связанных с сериалами, дай бог, мы тоже реализуем. Помимо таджикфильма, какие организации спонсируют ваши проекты? И что мы должны делать, чтобы развивать институт спонсорства у себя в республике? Помимо таджикфильма, сериалы это было государство вместе с международными организациями. До этого, вот фильм первый «Огора», он был в основном снят за средства киностудии, мы тоже спонсоров. Там посольство Ирана нам помогло немного, ЮНИСЕФ. Это, видите, везде, это как комплексное. Кино же такой дорогостоящий процесс. И там вот понемногу мы находим какие-то средства, чтобы реализовать наши картины. Второй фильм Мамад Раим Каримов был один такой, он до сих пор есть, очень хороший человек, он вот «Пусть все окажется сном», он финансировал этот проект полностью. «Воздушный сафар» это была поддержка таджикфильма, студия Art Vision наша, и потом
С телевидения Сафина нас тоже поддержала. Ну, к сожалению, вот частная, да, вот в основном поддержка идет со стороны либо международных организаций, либо Таджикфильма, но, к сожалению, бизнес не очень. Вот в моем случае бизнес, к сожалению, я что-то не получилось, чтобы бизнес поддерживал наши проекты. Видимо, они не видят перспективу, может быть, или они как бы не видят смысл финансирования фильмов, может быть. Потому что все-таки бизнесу нужна же отдача, да? А в нашем случае у нас такого проката нет, чтобы мы обещали, что мы вернем деньги, да? Но какая-то нужна им мотивация, и тоже винить нельзя, им нужна тоже мотивация. Они должны же знать, почему они вкладывают деньги, да, в определенный проект. Ну, я думаю, что все равно, тем не менее, мы все-таки планируем тоже привлекать, стараться привлекать бизнесменов тоже для финансирования фильмов, потому что в конечном итоге все равно кино имеет очень, оно, как вам сказать, кино это одно из искусств, которое имеет такую силу, да, оно может очень сильно влиять на массы, да, вот, допустим, вот я вот тоже недавно об этом говорил, что вот какой-то, ну, конечно, это разные бывают примеры, допустим, помните фильм «Танцор диско», да, после этого фильма там все начали петь там песни, да, или, допустим, вот фильмы, допустим, «Бригада», там все ходили там Сашами белыми. То есть, действительно, на подрастающее поколение очень влияют эти картины, и надо в правильном русле, правильно, то есть, конечно, мы же несем ответственность за то, что мы снимаем, да, и вот если за это взяться, я думаю, что можно какие-то идеи свои продвигать тоже посредством кино, и чем какие-то, не знаю, там другими методы, допустим, там, посредством каких-то курсов, не знаю, чего-то передач, а кино, оно имеет такую силу. То есть, вот, допустим, вот эти проекты наши, «Дукон» и «Дом», это были образовательные же проекты. Это есть такой сейчас термин «edutainment», совмещение развлечений и образования, да? Там «Дукон» был посвящен финансовой грамотности. Дом медиаграмотности. Но посредством кино, посредством сериала мы ненавязчиво, как бы мы рассказываем какую-то историю, зритель же, он смотрит, он же воспринимает это как кино, а на самом деле мы несем какую-то информацию, мы им говорим, что вот это так, допустим, не нужно верить там мошенникам, там, не нужно вести разного рода информацию, которая поступает отовсюду, из интернета, там, отовсюду, нужно как бы анализировать, не все, что вам говорят, правда, да, допустим. Либо вот по поводу финансовой грамотности, там не нужно, допустим, какие-то делать неосмысленные какие-то финансовые вложения, либо, ну, и я говорю, что вот посредством кино, кино очень мощный инструмент, и нужно просто знать, как им владеть. Вот мы сейчас вот пытаемся как-то научиться это делать. В наших условиях окупают ли себя фильмы? И если да, насколько? Я не знаю, ну, в моем случае такого не было, да, потому что для того, чтобы фильм себя купил, нужен прокат. Нужно, чтобы активно работали кинотеатры. Возможно, какие-то вот эти маленькие картины, которые снимают ребята, может быть, сериалы, скорее всего, они наверняка себя окупают, может быть. Но в моем случае пока такого не было. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет, потому что все-таки кино это же бизнес, он должен приносить прибыль, чтобы мы каждый раз не искали спонсоров, а могли снимать наши новые фильмы на деньги, которые мы заработали от предыдущих фильмов. Но пока нет. Вот. Судя по слухам, на днях состоится премьера еще одного вашего фильма. О чем он? Да, это такая мелодрама, скорее всего, наш жанр, да. Это рабочее название картины «Пока папа, мама, сестренка моя и Анталия». Это такая лирическая картина про подростка. И финансировала эту картину, финансировала киностудия «Таджикфильм». Я хочу отметить, что вот я уже с 2015 года, смотрите, сколько лет прошло, я с тех пор не сотрудничал пока с «Таджикфильмом». И вот это сотрудничество было таким очень приятным, очень хорошим. У меня очень хорошие остались впечатления о команде «Таджикфильма», руководство создало для нас все необходимые условия, да, мы как бы ни в чем не нуждались. И сам процесс работы был очень таким приятным, атмосфера была очень хорошая. И я думаю, что фильм тоже получился неплохой, думаю, зрителю понравится. Это фильм о подростке, взрослении подростка, там история о первой любви. И главное, знаете, там мечта потом в связи с обстоятельствами,
этот наш герой Бахтиер живет с мамой, сестренкой, и их отец временно не с ними. И главная идея фильма такова, что для счастья, вот как бы вот в суете жизненной, да, вот мы сталкиваемся с разными проблемами в жизни, мы иногда думаем, о, то не то, как бы люди все время, они как бы, ну не все, конечно, но вот в основном они как бы сталкиваются с разными проблемами, они чувствуют себя несчастливыми, там, ну какие-то трудности возникают в разной жизни, да, в жизни не бывает же без трудностей. Но на самом деле вот говорят же, такая есть пословица в русских: имея не ценишь, теряя плачешь, да? А на самом деле, когда рядом с тобой папа, мама, сестренка, когда вы все вместе, вот это настоящее счастье, да, которое как бы остальное все ерунда, это остальное все какие-то жизненная суета, которую можно преодолеть и дальше идти. И вот наша картина о том, что вот мальчик мечтает о том, чтобы папа вернулся домой, чтобы они были вместе с мамой, чтобы сестренкой. А Анталия это просто как мечта о том, что вот он во сне видит, он влюбляется в девушку одну, этот наш парень, и она ему говорит, что о том, что вот папа обещал нам, что в Анталию мы полетим на каникулы с нашей семьей, а спрашивает, а вы что хотите, что планируете на каникулы? А он же не может сказать, какой каникулы, у меня там мама учительница, она бедно еле летят, тащит нашу семью, там папа нет с нами сейчас, он в тюрьме. Он говорит, ну я пока не знаю, мы пока не решили. И с этого момента этому мальчику снится сон, где папа, мама, сестренка, они на яхте плывут в Анталь, на море, он видит на берегу девушку, машет. И вот как бы это картина счастья, да? И потом у нас есть одна сцена, когда они идут навещать папу с семьей, и девочка рисует картину, там кораблик, они там, а он спрашивает, а это кто, это ты, это там, это мама, это Бахтиер. А где мы? Говорит, мы в Анталии. А папа говорит, что, вы знаете, я обязательно выйду, когда я вернусь, мы обязательно поедем в Анталию. А девочка говорит, что папа, нам Анталия не нужна, нам ты нужен. Как бы Анталия это же просто как бы такой образ. Нам ты же нужен, главное, чтобы ты был с нами. И вот как бы эта идея, вот, и главная история, вот, главная ценность, да, человеческих, семейных, что вот главное это то, чтобы все были живы, здоровы, а остальное все как бы решаемо, да, остальное все как можно преодолеть. Вот об этом наша картина. А где можно будет это посмотреть? Где вы планируете показывать? Пока, ну, так как это продукт киностудии «Таджикфильм», пока вот руководство должно принять решение, где будет наша премьера. Ну, я не знаю, может быть, кинотеатр «Ватан», может быть, «Навруз». Пока еще не решается вопрос. Ну, я думаю, что вот в мае, в конце мая, сейчас вот последние штрихи там, Акайбол Захкюбеков, он дописывает музыку. Спасибо вам за очень интересную и содержательную беседу. Дальнейших удач и успехов.